Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков, и вот главные темы выпуска. В погоне за хорошим уловом или яркими эмоциями рискуют собственными жизнями. В этом году, пока у нас есть случай гибели человека в пруду. Чем опасен первый тонкий лед и почему людей так тянет на него? Узнала Алена Струминская. Сельхозярмарка под снегопадом. Если покупатель хочет купить, он смотрит на витрине, приходит сюда, мы даем ему из коробок. Вот, все сухое, свежее. Как изменение погоды отразилось на торговле, увидел Дмитрий Аренин. Личные дневники и неизданные фото легенды татарской эстрады. Она рассказала как раз свою историю, свое детство, трагизм, там все. И любовь, и предательство. С презентацией книги Альфия Авзалова на русском языке. Линза Натулина. Рустам Минниханов поручил в новогодние праздники охватить особым вниманием детей-участников специальной военной операции. Это должны учесть и местные администрации при организации новогодних мероприятий. Такую задачу президент поставил сегодня на республиканском совещании. Он провел его по видеосвязи. Учащихся 5-11 классов пригласят на республиканскую новогоднюю елку в Татнефть-арене, а учеников начальной школы на новогодние представления в Казанском Кремле. Также для детей будут подарки и экскурсии по музеям Казанского Кремля. Еще президент поручил в зимние каникулы для всех юных татарстанцев подготовить различные спортивные и культурные мероприятия. В рамках предстоящих новогодних мероприятий особым вниманием необходимо охватить детей, мобилизованных граждан и добровольцев, выполняющих задачи по СВО. Принято решение пригласить всех детей из таких семей на новогодние мероприятия, учащихся 5-11 классов на республиканскую новогоднюю елку Татнефть-арене, это будет 25 декабря. Учащихся 1-4 классов на новогодние представления на территории Казанского Кремля, это 21 и 24. Такой елки еще не было. Вот мы двор там привели в порядок. И вот впервые мы организовываем там площадку для детей. От 13 до 50% военнослужащих, вернувшихся из зон боевых действий, страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Такую статистику специалисты приводят, анализируя последствия конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе и другие. После начала специальной военной операции за помощью к медикам в республике обратились порядка 40 человек. Чем опасно ПТСР, на какие симптомы обращать внимание и какую помощь медики могут оказать тем, кто вернулся. Об этом Рамиль Галиуллин поговорил с главным внештатным психиатром Минздрава Республики Татьяной Гурьяновой. Татьяна Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Продолжается специальная военная операция. За это время зону СВО прошли тысячи контрактников и добровольцев. Совсем недавно завершилась частичная мобилизация. И, как говорят медики, некоторые ребята возвращаются с так называемым посттравматическим стрессом. Что это такое и чем он вызван? Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое возникает вследствие воздействия мощного психотравмирующего стресса, значимого для человека, иногда ужасающего. Вы психиатр, ведущий клиники Республики имени Бехтерева. Были ли уже подобные обращения? Если посмотреть статистику с марта 2022 года, то стационарно у нас пролечилось 5 человек, а амбулаторно на лечении находится 38 человек. В лексиконе уже есть такие определения, как афганский и чеченский синдромы. Теперь специалисты говорят, что может появиться и донбасский синдром. Как его распознать? Действительно, начиная еще с 80-х, 90-х годов, когда были локальные события в Афганистане, в населении появилось понятие афганского синдрома, далее чеченского синдрома. Проявлялась она и проявляется сейчас тем, что у человека начинаются навязчивые воспоминания прошедшего травматического события. Но начинаются нарушения сна, когда он постоянно видит кошмарные сновидения с той же тематикой, с теми же травматическими событиями. Человек замыкается, не хочет общаться с окружающими. У него возникает часто чувство вины и плохое настроение. Чем может быть опасно это расстройство?
Статистика говорит о том, что примерно от 13 до 50% людей именно имеют этот синдром после мобилизации. Возникает он, как правило, иногда через месяц, через 2, а иногда через 6 месяцев. Если человек не прибегает к специалистам, он облегчает свое состояние приемом либо алкоголя, либо наркотических средств, и начинается алкоголизация. Наивысшая точка тяжести этого состояния – это суицидальная попытка. На какие симптомы нужно обращать внимание в первую очередь? Навязчивое повторение вот этого травматического события, нарушение сна – это изменение личностное. Человек замыкается, был веселым, стал замкнутым, любил общаться, перестал общаться. Появляется раздражительность, гневливость, вплоть до агрессии. Где оказывают помощь и куда обращаться татарстанцам, если они заметили у себя или у близких признаки ПТСР? Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, и лечится оно врачами-психиатрами и психотерапевтами. Можно начать даже с участкового терапевта, и при сборе анамнеза он может уже определить, что у человека, заподозрить, он может под вопросом поставить указанный диагноз и направить к специалисту узкому, то есть психотерапевту или психиатру. В республике во всех центральных районных больницах имеются кабинеты психиатрические, где специалисты уже окажут именно специализированную помощь. В городе Казани работает телефон доверия 279 55 80, где работают наши специалисты, медицинские психологи, психотерапевты, психиатры, где можно получить помощь как по телефону, так и на амбулаторном визите. Татьяна Владимировна, спасибо вам за беседу. Спасибо вам. В память о герое ученики Казанской кадетской школы создали фильм о Борисе Кузнецове. На фронт Великой Отечественной он попал в 17 лет и стал самым молодым героем Советского Союза. Его имя носит Казанская кадетская школа-интернат. Борис Кириллович ушел из жизни в 2020 году, но память о его подвиге продолжает жить. В этом году кадеты создали музыкальный фильм и написали к нему песню «Герой СССР». Его война призвала молодого, где стал героем юный связист. На экране фильма о Борисе Кузнецове, герой Советского Союза, его презентуют на памятном вечере в Казанской кадетской школе-интернате. Имя Бориса Кирилловича Кузнецова Казанская кадетская школа носит уже 7 лет. При жизни герой часто общался с кадетами и принимал активное участие в воспитательном процессе. Теперь память о нем живет в стенах этой школы и в сердцах каждого, кто связан с ней. Специально к вечеру памяти, посвященному Борису Кузнецову, ребята сняли и смонтировали музыкальный фильм. Использовали архивные кадры, показали встречи с героем, а также школьную жизнь кадетов. Над сюжетом и песней, которая называется «Герой СССР», работали вместе ученики, родители и преподаватели. Герой СССР, им так гордится страна. Эту песню я как автор и композитор писала с большим уважением и признательностью к такому великому человеку. Для нас это очень важно, что наши дети учатся здесь, и школа носит имя Героя Советского Союза. Мы очень тесно общались с Борисом Кирилловичем. Это для нас большая дань, большая ответственность. Мы специально снимали клип для фильма, чтобы почтить память его. Борис Кириллович попал на фронт в 17 лет, был связистом. В 1943-м форсировал Днепр. Во время битвы, рискуя жизнью, 45 раз восстанавливал прерванную телефонную линию, а после взял командование на себя. Теперь его подвиг – пример мужества и отваги. Этот человек очень доброй души, большой порядочности, большой ответственности. Вы, будучи кадетами этого прославленного кадетской школы, носящие звание Героя Советского Союза, должны гордиться. Борис Кириллович ушел из жизни 2 года назад. Он был последним героем Советского Союза из Татарстана. Это уже 2-й вечер памяти, и проводить такие мероприятия здесь будут каждый год. Алена Струминская, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.
Первая жертва осеннего ледостава. В Татарстане накануне нашли тело пропавшего рыбака в пруду поселка Борисоглебское. На этой неделе на водоемах республики начался ледостав. Для многих это повод открыть сезон зимней рыбалки или покататься на коньках. Но МЧС предупреждает, такое решение смертельно опасно. Лед еще не прочный и может сломаться от любого прикосновения. Но почему на него так тянет людей? Алена Стурминская. Лед образовался буквально пару дней назад. Сейчас он непрочный и неоднородный. Местами его толщина достигает всего лишь 2-3 сантиметра. Для безопасного выхода на лед человека необходимо не менее 7-8 сантиметров толщины льда. О том, что тонкий лед опасен, казалось бы, рассказывают с детского сада, но даже взрослые часто пренебрегают правилами безопасности. На этой неделе трагедия произошла в казанском поселке Борисоглебское. На местном пруду погиб рыбак. Его искали 2 дня. Там был лед, действительно, человек, скорее всего, может быть, провалился, но он ушел из дома до ледостава, в принципе. Вот один случай. В прошлом году у нас в период ледостава погибло 2 человека. Чтобы уберечь людей от происшествий на тонком льду, Гемс Республики ежедневно проводит профилактические рейды. 10 современных спасательных постов уже выставлены у водоемов в Мензелинском, Лаишевском районах и Казани. Еще один способ напомнить об опасности – предупреждающие аншлаги. Во всех местах, где не санкционированный выход на лед, уже аншлаги выставлены. В основном это, конечно же, самые такие опасные, можно сказать, участки, это где массовое скопление людей, это вот Чаша, на озере Кабан много людей находится. Инспекторы советуют дождаться времени, когда лед станет прочным. Для этого нужна температура минус 10-15 градусов на протяжении недели. Те, кто все же решит выйти на лед сейчас, рискуют не только получить административное наказание, но и заплатить ценой собственной жизни. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Казань в этом году не останется без новогоднего оформления. В столице уже приступили к украшению улиц, парков и скверов. Накануне начали установку иллюминации в парке Черное озеро. Уже завтра будут монтировать световое оборудование на Булаке. Как отметили в Комитете внешнего благоустройства, праздничное оформление важно и для сохранения туристического потока, который укрепляет экономику и поддерживает малый и средний бизнес. Однако новых декораций город закупать не будет для экономии бюджетных средств. В этом году мы решили установить новогодняя иллюминация в объеме прошлого года. Деньги бюджетные на это потрачены не будут. Все новогоднее оборудование будет установлено силами наших муниципальных предприятий. Мне кажется, что снова будет так же красиво, как и в прошлом году. Мне очень понравилось, когда было украшено Кремлевское здесь предновогодние праздники. И я думаю, что на Черном озере также украсят. Когда родственники к нам приезжают, мы всегда посещаем Черное озеро. Это обязательная программа. Ждем волшебства, Дед Мороза, счастья. С 1 января в России вводится единый налоговый счет. О подготовке к нововведению на совещании в Доме правительства рассказал глава ОФНС Марат Сафиуллин. Также с 1 июля для бизнеса будет альтернативная возможность использования единого налогового платежа. Главное, что несут в себе эти законодательные нововведения, это упрощение уплаты налогов и других обязательных платежей. Единый налоговый счет будет открыт в федеральном казначействе и вестись по каждому физическому лицу и каждой организации. Уплата будет осуществляться единым налоговым платежом с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ННН налогоплательщика. Распределение налогов будет осуществляться налоговыми органами автоматически. Предпосылки для таких нововведений назрели давно. В первую очередь это необходимость быстрой, правильной и простой возможности уплаты налогов. Сегодня компании при оплате своих налоговых обязательств вынуждены подстраиваться под требования сложной системы бюджетного учета, которая содержит колоссальное количество реквизитов, а именно 1500 кодов бюджетной классификации и почти 21 тысячу муниципальных образований. Да еще у каждого налога есть свой срок уплаты. В результате, к сожалению, на сегодняшний день каждый 15-й платеж проходит с ошибками. В Татарстане продолжается уборка сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. По кукурузе остается убрать около четверти посевов. Всего собрано 160 тысяч тонн зерна. При таких темпах планируют завершить обмолот кукурузы к концу следующей недели. Подсолнечник убрали только с 57% площадей. Если учитывать, что на полях уже лежит снег, оставшиеся 92 тысячи гектаров – довольно большой объем работы. Сахарная свекла убрана на 98%. Аграриям еще предстоит убрать 1300 гектаров корнеплодов в Буинском, Муслюмовском, Тетюшском и Апасовском районах. Ежесуточно перерабатывается 13 тысяч тонн, и с начала
сезона мы произвели 133 тысячи тонн сахарного песка. Выход сахара составляет 15,5%. Несмотря на похолодание и снегопады, в Татарстане продолжаются осенние сельхозярмарки. В Казани крупные города республики аграрии привезли продукции на 100 миллионов рублей. При этом цены на таких специальных ярмарках в среднем на 20% ниже рыночных. Чтобы уберечь овощи, мясо и другие товары от промерзания, их перевозят и хранят определенным способом. Как развернулась торговля в зимних условиях, какой он зимний ассортимент и много ли покупателей приходит в Пургу, увидел Дмитрий Аренин. Если покупатель хочет купить, он смотрит на витрине, приходит сюда, мы даем ему из коробок. Вот, все сухое, свежее. Молодой мясник из Зеленодольского района Расиль Габдрахманов уже знает, как презентовать и продать свою продукцию даже в метель. Тут действительно та продукция, за которую, может быть, как говорится, не стыдно. Вот это место, в принципе, замечательное для ярмарки. Много народу ходит, к нам приходит. Ярмарка около Чеховского рынка вновь появился в этом году по просьбе жителей Вахитовского района. Сейчас сам рынок закрыт на реконструкцию, а люди уже привыкли ходить сюда за продуктами. Традиция. У меня мама, родители, дедушка, бабушка на ярмарку ходили, отец, мама и я сейчас. Спасибо, что нас кормит сельское хозяйство. Сельчанам спасибо. Очень добрые, очень доброжелательные люди. Продукция вся натуральная, скажем так вот. Никаких-то там этих суррогатов здесь вроде бы нету. Качество продуктов животного происхождения на всех ярмарках проверяют ветеринарные лаборатории. Действует двойной контроль. Сначала в районах перед отправкой продукции, потом непосредственно на площадках, где идет торговля. Вот у нас клевер, молочко, мы проверили. Значит, молочко очень жирное, хорошее. Нарушения очень незначительные бывают, как иногда какие-то фальсификации только молока. Возвращаем обратно владельцу. Здесь на продажу не пускаем. Чтобы овощи и яйца не замерзли, их перевозят в машинах, способных сохранять тепло. Продают тоже в основном из автолавок. Как говорят специалисты, молоко, мясо, сыр спокойно переносят мороз. Яблоки тоже устойчивы к небольшим минусовым температурам. Яблоки еще пока не портятся, потому что на температуру минус 2 градуса они замерзают только при минус 7-8 градусах. То есть они чувствуют себя как в холодильнике. По данным Минсельхоза Республики, еженедельно на все ярмарки перевозят продукции на 100 миллионов рублей. То есть по итогам прошедших 11 ярмарок сельхозтоваров продали почти на 1 миллиард рублей. С начала ярмарок пока только понижали цены, само собой, осуществляя мониторинг цен в розничных сетях, также в среднерозничных ценах. Пока повышение цен не планируется, но момент постоянно контролируется, то есть действуем по ситуации. Но остается стабильно ниже среднерозничных, в среднем от 5 до 40% в зависимости от вида продукции. Сельхозярмарки продолжат работать каждую субботу с 6 утра и до полудня, и так до 24 декабря. Ближе к этому времени стоит ждать больше новогоднего ассортимента, например, туши гусей. Дмитрий Аренин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Татарстанские строители перевыполнили годовой план по сдаче жилья на 8,5%. Об этом в Доме правительства заявило руководство Минстроя Республики. На сегодня сдано почти 3 миллиона квадратных метров. 600 жилых помещений предназначены для детей-сирот в 10 муниципалитетах. Общий объем выполнения всех 15 республиканских программ по строительству составляет 92%. Татарстан продолжает системную работу по благоустройству общественных пространств по федеральной и республиканской программе. До конца года остается завершить 9 объектов. Так новый облик получит 65 территорий. Завершена программа благоустройства дворов. В этом году она охватила более 1000 объектов. Синдром бабочки и синдром рыбки. Для многих такие диагнозы не знакомы. У пациентов очень хрупкая и тонкая кожа, на теле постоянно образуются открытые раны. В Татарстане живут 374 человека с редкими генетическими кожными заболеваниями. Врачи отмечают, с каждым годом их становится больше. Все нуждаются в постоянной медицинской помощи и дорогостоящих медикаментах ежедневно. Многие препараты сегодня не найти, почти все зарубежного производства. Благотворительный фонд «Дети-бабочки» провел выездной патронаж для детей и их родителей. Возможно ли им помочь, расскажет Алена Струминская. Как всегда, не страдают конечности. На консультации с врачами Анна Лядова рассказывает о болезни 6-летней дочери. Раны по всему телу, кожа буквально рвется. С рождения редкий диагноз – синдром бабочки. Их кожа то же самое, что крылья бабочки, такой же ранимый, и любая какая-то неправильное соприкосновение либо удар приводит к очень сильной травме, сдирается кожа. И нам требуются медикаменты. Мы бинтуемся утром и вечером специальными
бинтами, специальными губками. Вот бинт тоже, Бехахав, тоже немецкий. Их в аптеке они тоже не продаются, на складе их тоже нет. Аптечка всегда с собой. Здесь специальные силиконовые бинты, мази и гели. Ежемесячно на медикаменты семья Лядовых тратит около 80 тысяч рублей. Привычных швейцарских и немецких препаратов в аптеках теперь нет. Остается ждать помощи от государства или искать препараты через знакомых. Есть части наших российских, сейчас уже пытаются импортозамещение каких-то повязок, но большая часть это, конечно, импортные препараты, дорогостоящие, и это, конечно, неподъемная ноша для каждой семьи. Там, при разных формах от 100 до 500 тысяч уходит на перевязки в месяц. Конечно, не каждая семья это потянет. Здесь государство приходит на помощь. Поддержку оказывают федеральные фонды «Дети-бабочки» и «Круг добра». Ежегодно они проводят выездные патронажи по регионам страны. Помогают детям с синдромом бабочки и ихтиозом, синдромом рыбки. Кожа похожа на чешую и очень чувствительная. Обеспечивают пациентов препаратами, проводят обучение врачей и родителей особенных детей. Можем предоставить им никакой таблетки, укола для того, чтобы вылечить их от этого заболевания. Мы можем просто их обучить, как сделать так, чтобы ребенок и развивался, и минимально образовывались раны и пузыри. Сейчас в нашей республике 24 пациента с булезным эпидермолизом. Это 15 взрослых и 9 детей. С ихтиозом пациентов еще больше, 350 человек. Врачи отмечают, что с каждым годом пациентов с кожными генетическими заболеваниями становится все больше. Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В бесплатной семейной гостинице «Семья вместе» оказали юридическую помощь семьям, воспитывающим тяжелобольных детей. Они смогли задать свои вопросы по здравоохранению, жилищному, образовательному, законодательству, трудовому праву и социальному обеспечению. Консультацию провели представители профильных органов власти, адвокатской и нотариальной палаты Татарстана. Специалисты сами приехали к родителям с детьми. Мероприятие приурочили к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Социальная выплата, ребенок-инвалид. Хотела поинтересоваться, что положено, в таком случае. С марта месяца получили инвалидность. Все, как-то вопросы возникают у каждого, мне кажется, родителя, чтобы и на будущее потом другим рассказать. Дочери моей 9 лет, у нас инвалидность, основной диагноз ДЦП. У нас был вопрос по поводу соцпакета. Нам нужны уколы. Их нужно делать периодически каждые 3 месяца. Я надеюсь, что вопрос разрешится. 80% он уже разрешился, это уже хорошо. Личные дневники звезды татарской эстрады теперь на русском языке. В Национальной библиотеке презентовали книги Альфия Авзалова. Впервые она была издана в 2019 году на татарском, позже на английском языке. Издание состоит из 3 частей. Это личные записи Альфии Авзаловой, воспоминания ее коллег и фотоальбом. Большая часть фотографий издана впервые. О душе легенды татарской эстрады и о том, почему именно эту версию книги авторы считают наиболее удачной, расскажет Лина Зинатуллина. Легендарные песни «Казан Утлары» Альфия Авзалова открывала каждый свой концерт. Презентацию книги о звезде татарской эстрады начали с этой же композиции. Книга уже успела полюбиться читателям. Сначала на татарском, потом на английском. Теперь готовы 500 экземпляров русскоязычной версии. Вот эта книга на русском языке, я считаю, что она получилась самая удачная. Одна из удачных, так будем говорить. Что ценно, говорит творческая молодежь. Это певцы, музыканты. И они говорят, они же играют, делают аранжировки новые. То есть старая песня, она звучала по-другому. А наша нынешняя современная молодежь, они стараются ее по-своему. Альфия Авзалова – одна из основоположников татарской эстрады, по-настоящему народная артистка. Ее песнями восхищаются тысячи людей по всему миру. Хотя работа на эстраде, но это наравне, на одном пьедестале с академвокалом, потому что такие нюансы, такие ажуры, такие краски, такие тонкие, плетеные, паутинные звуки показать умеет только на татарской эстраде, даже последних 100 лет взять, Альфия Авзалова. Книга издана при поддержке руководства республики фондом Альфии Авзаловой. Ее передадут в библиотеки, школы и музыкальные училища. Ежегодно фонд проводит мероприятия, чтобы сохранить память о звезде и помочь раскрыть юные таланты. Один из них – Алмаз Хусаинов, обладатель гран-при фестиваля имени великой певицы.
Песни Альфии Абзаловой в исполнении молодых артистов скоро зазвучат вновь на гала-концерте в Большом концертном зале и в музыкальном спектакле «Альфия». Это часть большой программы, посвященной 90-летию со дня рождения народной артистки. Лена Зинатульна, Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ Казань. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Всего доброго. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Пришла Леша по Крайханупе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Акционерное общество Тата Агролизинг запускает программу «Трейд-ин». Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Успейте купить квартиру в Казани без удорожания. В ипотеку по ставке 1,9%. Акбарсдом. Дом там, где мы. Звони 212 26 76. Сезон норковых шуб открыт. В Мехамании норковые шубы с капюшоном всего 65 тысяч рублей. Мехамания. ТРК Паркхаус. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. В Белке черная пятница. Скидки и подарки. Торопитесь за покупками. Белка, Татарстан 7. Сместившийся с севера, антициклон принес в Татарстан заметное похолодание. В этом выпуске прогноза погоды расскажем, что ждать 20 ноября. Новая акция «Данил Мастер». 10% скидка на заказ любой корпусной мебели. Только до конца ноября. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье в Бугульме, Баблах и Азнакаево небо затянет облаками. Небольшая вероятность осадков, ночью значительно подморозит, ожидается до 13 градусов мороза, днем -8. Холодная ночь прогнозируется в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Здесь также преимущественно без осадков, днем около 7 градусов мороза. В Агрезе, Менделеевске, Актаныше ночью ясно и холодно, местами до 15 градусов ниже 0, днем облачно без осадков и около 8 градусов мороза. В Арске, Кукмаре, Балтасе вероятность осадков минимальная, умеренный ветер и ночью мороз до 14 градусов. Днем ожидается 8 градусов ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске местами ожидается снег, ночью похолодает до 10 градусов мороза, днем около 6 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше ночью ясно, без осадков, но холодно. Днем набегут облака и ожидается около 7 градусов со знаком минус. Как говорится, погода зимняя, тоска осенняя, желание летнее. В понедельник мороз в пределах нормы, вероятность осадков минимальная. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2 677 677. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк. Новые Горки». В зданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань».
В Казани ночью будет ясно, без осадков, но холодно. Температура опустится до 12 градусов мороза, днем облачно, местами снег и до 7 градусов ниже 0. Ветер восточный умеренный. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%, магнитное поле Земли в норме. Санчи, сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 и 21 ноября в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. С вами был Илья Андреев. Желаю при любой погоде сохранять солнечное настроение и делиться им с любимыми. Всего доброго!